В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». И я ее ведущая Елена Лолуа. Здравствуйте. Летний туристический сезон стартует через 2 месяца. Готов ли курортный город Гагра к приему туристов? Как решается проблема бесперебойной подачи электроэнергии? В каком состоянии парки и пляжи? Эти и другие актуальные вопросы, касающиеся городской жизни, мы зададим гостю в студии. А пока давайте вспомним, что важного произошло на уходящей неделе. Обзор новостей представит Эрик Хашба. В понедельник под председательством президента Абхазии Рауля Хаджима прошло заседание Совета Безопасности, на котором, в частности, обсуждался инцидент между бывшим начальником СИЗО Дранда Русланом Джелли и сотрудниками МВД, произошедший 7 марта, а также события возле здания МВД 9 марта. По итогам заседания президентом были даны конкретные поручения по обеспечению правопорядка в стране. На следующий день, во вторник, эта же тема обсуждалась на совещании в МВД, которое провел президент Рауль Хаджима. В совещании приняли участие руководители силового блока и личный состав МВД. То, что мы наблюдали у стен МВД, это удар не только по правоохранительной системе, но и по нашему государству, подчеркнул в своем выступлении глава государства. Если мы допустим продолжение таких способов выяснения отношений, то наше государство не будет иметь никаких шансов. Поэтому мы будем применять все меры, которые предусмотрены законом в отношении лиц, занимающихся организацией такого рода беспорядка. В этот день у здания парламента республики собралось в общей сложности несколько десятков человек, родственников и сослуживцев бывшего начальника СИЗО Дранда Руслана Джелли. Они обратились к депутатам с требованием рассмотреть отставку министра внутренних дел Абхазии Леонида Цапшева на заседании парламента. К собравшимся вышел президент и спикер парламента Валерий Бганда. Глава государства сказал, что фактом, имевшим место между гражданином Русланом Джелли и сотрудниками милиции, занимается прокуратура. Этот вопрос будет решен в рамках закона. Все, кто нарушил его, понесут наказание, подчеркнул глава государства. Между тем, Следственным управлением Генеральной прокуратуры проводится проверка по факту неподчинения Руслана Джелли требованиям сотрудников ГАИ. В МВД полагают, что административное правонарушение на автотрассе Сухум-Псол послужило лишь поводом для несанкционированного митинга у здания МВД, выдвижения политических лозунгов и требования отставки министра внутренних дел. В министерстве утверждает, что автомобилю Джелли не был причинен ущерб. 14 марта Центральная избирательная комиссия выдала инициативной группе по организации референдума свидетельство о регистрации и подписные листы. На референдум предлагается вынести вопрос о досрочных выборах президента Абхазии. Инициативной группе в течение 2 месяцев необходимо собрать по требованиям о плебисците не менее 10 тысяч подписей. На этой неделе лидеры блока оппозиционных сил республики провели пресс-конференцию. В ходе встречи с журналистами руководители организаций, входящих в блок, заявили, что оппозиция признает любые итоги референдума, к которому сейчас усиленно готовятся. Отвечая на вопросы журналистов, лидеры оппозиции отметили, что проведение референдума – конституционное право граждан республики, а кроме того, единственный цивилизованный путь, который позволит узнать, как относятся к действующей власти. 85 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Сухумского городского собрания зарегистрировались в избирательной комиссии столицы. Теперь до 24 марта будет проходить регистрация кандидатов в депутаты местных органов власти. Списки тех, кто планирует занять депутатское кресло, политические деятели, преподаватели, предприниматели, журналисты, ученые, студенты, спортсмены. 23 года назад, 15 марта, началась операция по освобождению Сухума. В мартовском наступлении на столицу абхазская армия потеряла 222 человека. Операция вошла в историю как неудачная, однако многие ветераны считают, что именно она стала поворотной точкой в войне. Участники тех событий каждый год 16 марта собираются вдоль линии фронта, там, где в ходе наступления дислоцировались их подразделения. В этот же день в 10 утра по традиции прошла церемония возложения цветов в парке боевой славы в Сухуме. Вечером в Госфилармонии прошел концерт «Реквием», а в 19 часов на Нижнем Гумистинском мосту состоялось возложение цветов к памятнику погибшим воинам. Вечер памяти продолжился демонстрацией военных кадров, монологами, чтением стихотворений и завершился зажжением 222 свечей. Президент Республики Южная Осетия Леонид Тибилов поблагодарил своего абхазского коллегу Рауля Хаджима за содействие в освобождении осужденных граждан Южной Осетии. Благодарность президенту Абхазии выразили и родственники граждан Южной Осетии, освобожденных из грузинских тюрем и переданных абхазской стороне.
Главы МИД Абхазии и России Вячеслав Чирикба и Сергей Лавров на переговорах в Москве 18 марта обсудили ход международных женевских дискуссий, возобновление механизма упрощенного получения гражданами Абхазии российского гражданства, создание более комфортного режима пересечения российско-абхазской границы, содействие России в укреплении международных позиций Абхазии и расширение ее международного признания. На очередном заседании Кабинета министров Абхазии члены правительства одобрили текст соглашения с Татарстаном о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве. Создали на 2017 год резервный фонд для развития информационных технологий и сократили пункты пропуска через абхазо-грузинскую границу. Через месяц пункт пропуска Таглан закроют полностью, а Лакумхара оставят для пешеходов. Останется только два КПП. Один в нижней зоне, а другой на мосту через Ингур. Конкурсная комиссия по отбору предприятий, претендующих на получение госзаказа по инвестиционной программе развития республики, отобрала победителей. После подсчета баллов определены предприятия, получившие право на проведение капитального ремонта 20 объектов систем водоснабжения районов. Тендер выиграли госкомпания «Абснаргалара» и совместное предприятие «Проммонтаж-сервис». Всеобщая диспансеризация в Абхазии возобновилась после снятия карантина, связанного с заболеваемостью ОРВИ. Передвижная мобильная поликлиника на базе Ачимчирской ЦРБ начала диспансеризацию населения в районе. Диспансеризация в Ачимчирском районе продлится примерно до середины мая, после чего мобильная поликлиника будет выезжать в села района. 18 марта в Центральном выставочном зале открылась выставка графики и живописных полотен художника Ильи Свежба. Экспозиция, состоящая из 99 картин, посвящена прекрасной половине человечества. Как отметил сам художник, весна ассоциируется с цветами, а они также прекрасны, как и женщины. Выставка продлится до 28 марта. С 16 по 18 марта прошли командно-штабные мобилизационные учения с участием 7-го мотострелкового полка резерва. Проверка мобилизационной готовности резервистов завершилась на военном полигоне Цабал. За учениями наблюдали главнокомандующий Рауль Хаджиба и министр обороны Мират Кишмани. Особо отличившихся в ходе боевых учений резервистов наградили грамотами и медалями оборонного ведомства республики. Это были основные новости недели, а сейчас вернемся к главной теме нашей программы – как готовится Гагра принимать туристов в этом году. В нашей студии глава администрации Гагрского района Беслан Барцыц. Здравствуйте, Беслан Константинович. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Спасибо за приглашение на эфир. Перед тем, как мы начнем с вами беседовать, давайте посмотрим сюжет, в котором поднимаются наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются жители Гагры. Поговорим. Городские службы Гагры активно готовятся к проведению летнего курортного сезона. Не секрет, что санитарное состояние города оставляет желать лучшего, особенно в летний период времени. Пляжи, набережные, центральная часть города хоть и убираются, но от этого мусора меньше не становится. Об этом пишут и сами туристы на разных интернет-форумах. Люди жалуются на перебои с подачей электроэнергии и воды, на низкий уровень сервиса. Море, конечно, чистое, точнее прозрачное, но так как с канализацией в городе проблема, она вся стекает в море. И отзывы, конечно, не самые лучшие. По инвестиционной программе на развитие Гагрского района было выделено более 1 миллиона рублей. 16 марта в ходе рабочей поездки Рауль Хаджимба посетил инфраструктурные объекты города. Президент осмотрел недавно реконструированный мемориальный комплекс, набережную города и железнодорожный вокзал. Глава государства подчеркнул, что облик города-курорта должен соответствовать высоким стандартам. В здании Гагрской РЭС президент провел рабочее совещание с участием руководства Черноморэнерго и представителей районной администрации. Участники совещания обсудили ситуацию с электроснабжением города. В прошлом году в пик курортного сезона из-за высоких нагрузок и аварий были частые перебои с подачей электроэнергии в районе. Глава государства подчеркнул, что допустить подобную ситуацию в курортный сезон нельзя и потребовал завершить все работы к началу курортного сезона. Нам надо думать о возможностях создания условий для бесперебойного обеспечения наших людей энергетикой. Что касается платежей, которые не производятся населением, конечно, к сожалению, у нас нет такого оборудования, которое позволило бы нам единично отключать тех или иных неплательщиков, но мы должны продумать соответствующие меры воздействия на неплательщиков. И такими мерами являются, это я говорю открыто, запрет на получение соответствующих документов, запрет на выезд за пределы Абхазии. Мы будем ставить перед парламентом этот вопрос.
Генеральный директор Черноморэнерго Аслан Басария доложил главе государства о работах по монтажу воздушно-кабельной линии с подстанцией Гагра-1. Ее общая протяженность составляет 1750 метров. Планируемая нагрузка около 7 мегаватт. Это позволит обеспечить возрастающие в курортный сезон нагрузки на электросети. По вашему поручению проектно-сметная документация готова. Ее сумма составляет 6 миллионов 718 тысяч рублей. Далее мы подходим к эстакаде Гагарской, уходим уже в кабельную линию. Это будет двухцепная воздушная линия. Далее 2 кабеля уйдут приблизительно в район Парка Славы. Также президент проинспектировал состояние Гагарского водозаборного резервуара. Ремонтно-восстановительные работы по этому объекту практически завершены. Напомним, что в октябре прошлого года одна из стен резервуара в Гагре объемом 3500 кубических метров лопнула, и вода хлынула в город. Пострадавших не было. На восстановление водного резервуара в Гагре ушло более 4 миллионов рублей. Сейчас осталось доделать цементную сетку и гидроизоляцию крыши бассейна. И на этом работы будут завершены. Рената Шакая, события недели. К лету 2016 года на рынке отечественных туристических услуг, возможно, складывается самая удачная ситуация за весь послевоенный период. Тут сказывается и падение курса рубля по отношению к доллару, и санкции, введенные Россией в отношении Турции. Гагра – излюбленное место отдыха для россиян особенно. Скажите, готов ли город к наплыву туристов? Поток будет существенный. Это уже прогнозируется, если судить по заявкам на наши места компактного расселения людей, то фактически все они уже востребованы по всей информации, которой мы располагаем. То же самое можно прогнозировать и по частному сектору. Объем будет, количество людей, которые выберут местом отдыха Абхазию, будет с каждым годом нарастать. И, как известно, большая часть этих людей предпочитают останавливаться именно в нашем районе. Это наши знаменитые курорты, и, конечно же, любимая всеми Пицунда, Гагарский район. Помимо этого, должен отметить, что в последнее время, последние несколько лет очень активно начинают развиваться наши прибрежные села, такие как Алахадзых, Багрыбш, села, которые имеют большой потенциал. Конечно же, вопросов немало. Такое количество людей обслуживать не просто для наших коммунальных служб. Принимаю некоторые замечания, высказанные в репортаже, соглашаюсь с ними, но мы не сидели сложа руки, и за прошедший год нами сделано было немало для того, чтобы более организованно подойти к летне-курортному сезону. Это касается прежде всего усиления наших коммунальных служб. В прошлом году действительно были замечания, признаю, и связано было это во многом с материально-техническим оснащением наших коммунальных служб. Мы приобрели на заводах несколько единиц техники мусороуборочной, которая непосредственно уже приступила к работам. Например, 10-кубовый мусорный контейнер, образно говоря, убирала у нас всего одна машина в пределах всего города. Это порядка 80 площадок. То есть на весь город была одна машина, которая именно на 10-кубовые. Кто понимает в этой сфере, понимает, о чем я говорю. Там 10-кубовые. В этом плане у нас более-менее нормально с транспортным обеспечением. А вот те 10-кубовые контейнера, которые специализированные машины с мультилифтом, так называемые, которые убирали эти контейнеры, их была только одна единица у нас в рабочем состоянии, и то она каждый вечер выходила из строя. Сегодня мы смогли себе позволить по результатам 2015 года 2 совершенно новые машины этой марки приобрести на заводе изготовителей, доставить их в Гагру. Они сегодня у нас работают на рейсах. Более того, и те, которые были в неисправном состоянии, 2 единицы из них прошли капремонт. Куда вы вывозите мусор? Да, мусор вывозится, конечно же, у нас на полигон. Относительно буквально вот на днях в Кабинете министров была презентация проекта по утилизации и по складированию мусора. Это масштабный проект по инвестпрограмме. Она охватывает все районы республики. И та фирма, с которой будет, наверное, заключен договор с УКСом, она предлагает свой вариант решения мусорной проблемы. Пока у нас только идет процедура хранения. То есть мы только складываем этот мусор, ни о какой сортировке и переработке пока речи идти не может. Проблема с мусором, она актуальна не только для Гагры, да, и для Сухума, и для всех остальных, и для других городов республики. Скажите, какой бюджет вообще у Гагарского района, на что хватает собственных средств, и как вы планируете увеличивать собственный бюджет? В этот год прогнозируем параметры нашего бюджета. Я сейчас говорю о консолидированном, это порядка 600 миллионов рублей. Из них более 300 миллионов – это местный бюджет.
он существенно отличается от бюджета 2014-2015 года. В прошлом году у нас были показатели хорошие, должен признать, и благодарен нашей налоговой службе за очень динамичную работу в этом направлении. Если сравнивать за прошедший отчетный период времени, да, наши показатели были улучшены порядка 90 миллионов. Была разница по отношению с 2014 годом. На этот год также заложен рост этого бюджета, но мы должны понимать, что основная нагрузка по бюджету – это фонд заработной платы. Инспекция провела заранее, до начала курортного сезона, ревизию всех так называемых малых гостиниц по определению учету койко-мест. И результат этого мероприятия, скажем так, были очень положительные. Было выявлено более 2000 койко-мест в местах размещения гостиничного типа, что позволило в конечном итоге увеличить доходную часть бюджета. Результаты по одному виду налога, по спецналогу, который у нас взимается по этому виду деятельности, по предоставлению услуг по размещению, вот параметры такие, да, с 14 миллионов за 2014 год, в 2015 году удалось собрать более 20 миллионов. Когда будет понимание, что расходование этих средств идет исключительно на благоустройство города, когда они будут видеть результаты в виде новой, я не знаю, образно говоря, новой брусчатки, новой мусорной машины, более качественной работы коммунальных служб, я думаю, что тогда поэтапно же люди будут более охотно выполнять свои платежные обязательства перед государством. Самая болезненная проблема, которая есть в Гагрском районе, это частые перебои с электроснабжением. Скажите, это создает нервозную обстановку во время летнего курортного сезона, особенно были перебои частые в пиковые месяца летом. Удастся ли в этом году как-то изменить ситуацию? В прошлом году, в августе месяце, когда были пиковые нагрузки на сети, у нас ситуация сложилась близко к критической. Убежден в том, что в этом сезоне ситуация не повторится. Объясню почему. Во-первых, благодаря усилиям руководства Рубчинморэнерго, подстанция Гагра-1, самая мощная, которая снабжает весь город, она была, трансформаторная подстанция, была заменена 10-мегаваттной мощности, которыми мы пользовались все послевоенные годы, были заменены на 25-мегаваттные. И становился вопрос о спуске вот этой воздушно-кабельной линии, о чем говорил Аслан Юрьевич Басаря в своем докладе президенту. Этот проект уже осуществляется. Президент выделил на это средства, оказал точную помощь Черноморэнерго, и на сегодняшний день прокладка этой воздушно-кабельной линии началась. Проектно-сметная документация, как говорил руководитель, была подготовлена вовремя, финансирование открыто, и сегодня вопрос стоит о разделе, так обыденным языком для понимания всех телезрителей, город будет разделен на левую и правую сторону, и вот эта линия, о которой он говорил, даст возможность бесперебойно снабжать город электроэнергией. Помимо этой линии еще планируется усиление в установке трансформаторов более высокой мощности. Если по городу во многих местах 400 и 630, но на тысячнике будет заменена большая часть города, особенно этот район, о котором вы говорили, так называемый прибрежный район, сейчас название улиц не будем говорить, где была эта проблема, стояла остро. Это хорошая новость для горожан. Это хорошая новость для горожан, для всех нас. Другая проблема. Вы в одном из интервью вы обещали, что в 2016 году тоже будет также решена проблема с водоснабжением, что вода будет подаваться не по графику, а будет бесперебойно. Скажите, удается ли и это обещание сдержать? Когда я говорил о 2016 году, исключительно я имел в виду, что реализация инвестиционной программы как раз-таки позволит снять эту проблему. Я не знаю, как это еще назвать, очень долго эта проблема стоит в нашем городе. Инвестпрограмма как раз-таки подразумевала под собой и реализацию вот этого проекта. На сегодняшний день однозначно можно говорить о том, что строительство магистральной линии насосных станций уже завершено. Сегодня стоит речь о том, чтобы уже эти резервуары, новые, построенные по инвестпрограмме, были запитаны городу. Но мы противники того, чтобы наши городские службы понимают, что если мы эти мощности подключим к существующим сетям, у нас будет просто большая беда. Мы превратимся в какую-то Венецию, у нас трубы начнут все лопаться. Там, где это уже осуществлено, где уже замена распределяющих сетей есть, мы обязательно подключим. И вот как раз таки планируется, что до начала сезона, вот я бы назвал даже улицы, для того, чтобы горожане это понимали, от Мемориала Славы до рынка, вот эта так называемая квартальная часть города, она будет запитана
уже по всем прогнозам, если опять-таки с финансированием проблем нет, экспертизу, она уже находится, это проект на экспертизе, и мы хотим до начала сезона закончить именно вот эту часть города, чтобы она питалась по новому водоводу, через новый резервуар. И также, конечно же, все резервуары будут подключены. По комплексному плану было построено 3 новых резервуара общей мощностью около 7 тысяч кубов. И это полностью снимет вопросы, связанные с водообеспечением города. Почему были сложности? Вы знаете, что и к концу октября у нас случилась, к сожалению, вот эта техногенная катастрофа, как мы ее называем. Тогда вот кадры вы только что показали. Опорная стена резервуара рухнула и нанесло огромный ущерб и городским службам, а также людям, которые проживали на близлежащих улицах. Но сегодня, вот вы репортажи показали, общестроительные работы этого резервуара нашими силами, я имею в виду республиканскими силами, были восстановлены. Сегодня идет процесс подключения этого резервуара к водоснабжению. Та нехватка воды, которая сегодня ощущается по городу, я имею в виду это верхние этажи, особенно микрорайона Кемпинг, так называемой правой стороны, мы эти вопросы снимем, и в апреле вода обязательно будет подаваться по этой схеме старой, но уже с большим объемом, с лучшим давлением. Какие еще объекты включены в инвестиционную программу содействия развитию Абхазии, и по каким объектам уже началось финансирование? Что касается социальных объектов, прежде всего это Гагрская первая школа. Проектирование этой школы завершено, УКС выступает заказчиком этого объекта, и по всем прогнозам, которые у нас есть, да, по всем расчетам, вернее, мы планируем приступить к возведению новой школы на том же месте. Попрошу, чтобы все понимали, потому что были разные мнения о том, что школу перенесут в микрорайона Кемпинг и так далее. Нет единое мнение педагогического коллектива и родительского комитета, и местной администрации, что эта школа должна стоять именно в том же месте, где она сегодня располагается. Мы предполагаем, что после завершения учебного процесса этого года мы начнем демонтаж этой школы и возведение за 2 учебных года. И мы должны ввести в эксплуатацию новое здание школы. Также на этот год запланированы мероприятия по Пицунскому детскому садику. Там тоже объем финансирования порядка 70 миллионов. Капитальный ремонт начнется уже в этом году. Все проектные сметные документы готовы, прошли экспертизу, в том числе и абхазскую, и российскую. По инвестпрограмме мы ожидаем очень серьезных улучшений в лифтовом хозяйстве. Порядка 26 лифтов на этот год предполагается заменить в городе. Также инвестпрограмма этого года, финансирование, мы ожидаем начала уже буквально, можно сказать, что в этом месяце, к концу месяца, не позднее середины апреля, мы начнем масштабные работы по осушению подвалов в черте города Гагры, в Гагрском районе. Ремонт автодорог включено в эту инвестпрограмму. На сегодняшний день уже завершены несколько участков в городе Пицунда, по улице Гочева, по улице Агерба. Планируется, что мы сейчас приступим к очень болезненным, я бы так именно назвал, улицам нашего города. Это улица Абазга, улица Адыга, бывшая улица Ленина, сегодня это улица Генерал Адбар, где сложилась очень плохая ситуация с дорожным покрытием. Остальные работы, связанные с благоустройством города, будут продолжены. Парк имени принца Ольденбургского, визитная карточка Гагры. Как-то вы собираетесь благоустраивать его? Там какие-то работы уже были проведены, очищены от зарослей, но дальнейшие работы наметили в этом году? Мы масштабные работы провели в парке по санитарной очистке этой территории. Сегодня парк выглядит совсем иначе, как он выглядел 1,5-2 года назад. Но этого, к сожалению, недостаточно. Там более объемные работы нам предстоят. Вопрос не только в благоустройстве. Вот опять-таки вернусь к недавнему совещанию в Кабинете министров, где также была презентация проекта по реконструкции дренажной системы этого парка. Вся проблема парка заключается в том, что это уникальный вообще, хотелось бы чуть немного рассказать об этом парке. Его дренажная система, 5 озер, расположенных на территории парка, и каналы, их сообщение и работа дренажа обеспечивала целостность этого микроорганизма, такого, можно так сказать. Да? И вследствие столетней вот такого возраста дренажная система просела, и грунтовые воды, и воды, которые собираются на поверхности, они не выводились в море. И плюс за последние 20-30 лет наносы морские привели ситуацию к тому, что выхода дренажных систем, эти коллекторы оказались ниже уровня пляжа.
И поэтому неправильно функционировала вся дренажная система, а если быть откровенным, она практически не функционирует, и повышенная увлажненность парка приводила к заболеваниям растений. Вот этой уникальной коллекции. Сегодня уже «Экогеопроект» – это совместно российско-абхазская фирма, с которой заключен договор управлением капитального строительства, проводит масштабные изыскательские работы, которые близятся к завершению. И вот презентация решений по выходу из ситуации, по спасению парка недавно в Кабинете министров в присутствии руководства страны и премьер-министра было представлено. Парк также включен, еще раз скажу, в инвестпрограмму, и суммы там колоссальные для нашего района определяются для развития этого парка. И я убежден в том, что вот эти годы, ближайшие год-два, пока как раз сроки реализации инвестиционной программы, и эти колоссальные средства, которые будут направлены на улучшение состояния этого парка, Приморского парка, видоизменят ее, и парк по-прежнему будет любимым местом отдыха наших горожан и отдыхающих. Вы мне сейчас напомнили другую проблему, которую мы озвучивали, наш канал озвучивал ровно год назад, тоже в марте. Непростая ситуация сложилась на территории Пицунда-Мюссерского заповедника. Это природоохранная зона, и там были построены бары и кафе. Любая хозяйственная деятельность на этой территории запрещена. Там произрастают 800 видов растений, и многие из них эндемичные, то есть произрастают только именно на этой территории. Скажите, какая сейчас там ситуация? Сегодня, к сожалению, я лично сам тоже туда выезжал, когда поступили подобные сигналы. Многие постройки, которые имеют место на этой территории, хаотично было застроение за последние годы и вторжение в границы Пицунда-Мюссерского заповедника. Проблема заключалась в том, что тот забор, который четко ограничивал территорию этого заповедника, с годами, может быть, вследствие штормовых ударов и так далее, или же какого-то вмешательства, зачастую исключительно за счет вмешательства, периметр этого заповедника не очерчен, то есть элементарно там уже не осталось изгородь, нет заборов, и когда мы выезжали туда вместе с сотрудниками правоохранительных органов, представителей прокуратуры, было не совсем, скажем так, как бы правильно это сказать, понимание того, что люди начали говорить о том, что мы не вышли за пределы заповедника. Мы доложили об этом и руководству страны, что необходимо восстановить вот этот забор, который существовал до военный период времени. Сегодня наглядно было видно, что этот забор каким-то образом, остатки этого забора, они как-то мигрируют, то ли вследствие какого-то воздействия однозначно, то ли он не проходит так, чтобы люди понимали, что туда заходить нельзя. На территории заповедника любая хозяйственная деятельность запрещена, любая, поэтому ситуация там тяжелая. Мы, конечно же, должны восстановить этот забор, вне зависимости от какого-то его ведомственного подчинения и так далее. Мы должны, для всех нас это одна общая проблема. Тогда мы потеряем славу. Некоторые объекты, конечно же, собственники ранее возведенных там строений взяли на себя обязательства по демонтажу тех объектов, которые они несанкционированно построили. Я хочу, чтобы было понимание, на территории заповедника ни государственные структуры, местная администрация никаких разрешительных документов не выдавала и выдавать не может. И хотелось бы, чтобы и сотрудники самого заповедника более активно вели свою работу и свои должностные инструкции и вовремя сигнализировали на каком-то вторжении или несанкционированном вмешательстве в границы этого заповедника, а не постфактум, когда уже строение возведено, образно говоря. Пусть оно будет характер сборно-разборного носить, но тем не менее, вы знаете, с какими сложностями потом приходится демонтировать. Люди вкладывают в это свои средства, устанавливают сваи, опоры, там, я не знаю, все, что возможно, а потом только мы узнаем о том, что такое или иное место имело быть. Есть ли у города генеральный план застройки, который бы регулировал землепользование и правила застройки? Вообще, как вы боретесь с хаотичной застройкой города? Очень хороший вопрос, актуальный вопрос. Вот, нам практически... Он очень актуален и для столицы Сухума и для столицы тоже. Мы очень нуждаемся в нормативно-правовых документах, разработанных, современных. Вы знаете о том, что парламент нынешнего созыва работает над этим документом. Нам крайне необходим градостроительный кодекс. Насколько мне известно, в первом пока чтении он принят. Сегодня мы руководствуемся теми нормами и СНИПами советского периода времени, которые не отвечают современным требованиям. Зачастую, к сожалению, мы наталкиваемся на непонимание. Люди пытаются построить всевозможные объекты торговли, общепита, даже и обслуживания туристов на придомовых территориях, что категорически запрещено.
ни одно капитальное строение, вот со всей ответственностью могу заявить, что ни одно капитальное строение не было дано разрешение на строительство на придомовых территориях или на территориях, запрещенных для этого. Все наши домовладения, они фактически представляют собой гостиницу. Рано или поздно люди накапливают средства и перестраивают свои дома, создают удобства и в летний период времени извлекают из этого прибыль. Но в этом вопросе очень важно было бы, чтобы все горожане очень бережно относились к тому, кто и как строит. Не выходить за рамки своих земельных участков, не перекрывать тротуары и проходы. Бывает, ситуация доходит и до конфликтных ситуаций, и правоохранительные органы приходится подключать. То есть мы должны забывать удается ли эффективно решать эти вопросы? К сожалению, может быть, не в тех объемах, но такой прям хаотичной застройки не происходит. Особенно в старой части города. Мы очень тщательно следим за этим для того, чтобы сохранить Мы просто не хотим превращать, ни мы, ни никто другой не хочет, наверное, повторения того, что происходит у наших соседей за границей, когда уникальные красоты и наши склоны были бы застроены коробками. Приходится наблюдать, как при строительстве нарушаются границы так называемой красной линии, когда при строительстве выходят на тротуар, и это уродует город. И вообще с этой практикой как-то надо совершенно правильно. бороться. Я как раз таки об этом говорил. Наш отдел архитектуры и главный художник города постоянно мониторят ситуацию, выезжают всем отделам, когда мы выдаем те или иные разрешительные документы сборно-разборного типа, тогда они выезжают и отслеживают вообще процедуру начала возведения этих конструкций для того, чтобы они не вышли за пределы этой красной так называемой линии, чтобы пешеходам не доставляло неудобств стройки тех или иных собственников или же арендаторов. Поэтому мы стараемся отслеживать эту ситуацию, но еще раз говорю, нормативно-правовая база крайне скудная в этой области, и санкции, вот о чем бы я хотел, да, они минимальные, они мизерные, они вообще не ощущаются теми нарушителями, которые, и, к сожалению, должен сказать о некой практике, которая последние годы зародилась, и мы стараемся эти моменты пресекать, и, значит, человек построил незаконное строительство, а потом обращается в суд и легализует, и получает свидетельство собственности, где в судебном решении указывается, обязуется администрация зарегистрировать это домовладение. И ввести... А каким образом он это легализует? Почему суд принимает такое решение? В суд идет обращение в суд, по которым это строение, которое возвел, либо у себя на приусадебном участке возвел собственное домовладение, либо какое-то иное капитальное строение, судебное решение говорит о том, что это является его же собственностью, и тогда уже мы как бы либо должны оспаривать это судебное решение, либо руководствоваться ее определением и регистрировать этот объект собственности. Но с этим сейчас стало, конечно, поменьше, но к сожалению, это имело место быть. Такой путь, обходя городские инстанции, всю разрешительную систему, выходят таким путем. Как раз вот эта ситуация, когда сборно-разборные строения возводят, там нет централизованного водоснабжения и канализации. Это тоже создает и нарекания со стороны гостей города, горожан. Как может полноценно функционировать объект, предположим, общепита, обслуживающий несколько сотен туристов в день и не иметь при этом централизованного водоснабжения и канализации. Это какой объем воды нужно подвозить в этот объект для того, чтобы тщательно, скажем так, обыденным языком держать санитарную норму у себя на кухне. Такой объект закрывается? Да. Когда начало, это сезонные, как правило, объекты, при выдаче разрешительных документов на начало работы, СЭС должен тщательное внимание обращать исключительно на эти мероприятия. В этом году, мы в прошлом году делали рейдовые мероприятия, это касается также и пляжной торговли. Вот в жару, пиковые месяцы, да, по пляжу разносят те или иные продукты питания, может быть, всевозможные морскую продукцию, там рыбы, сушености всевозможные. Но говорить о каких-то санитарных книжках этих людей и проверки не приходится, потому что они не являются индивидуальными предпринимателями, они не стоят нигде на учете, и с помощью, порой они этим видом деятельности занимаются, скажем так,
трудовые мигранты, скорее всего, не учтены. И в этом вопросе, в этом сезоне мы обязательно отработаем с миграционной службой для того, чтобы и эту категорию людей взять под контроль и посмотреть вообще, могут ли они заниматься этим видом деятельности. Мы признаем то, что не все еще соответствует высоким нормам и требованиям, которые должен соответствовать такой город, как Гагра, курортный город. Это бренд мирового значения. И поэтапно должны делать для того, чтобы в том числе и сфера услуг соответствовала высоким нормам и требованиям. Скажите, на территории Гагрского района какое количество санаторно-курортных комплексов успешно функционирует? Какую сумму они дают бюджету района? И какое количество комплексов находится в долгосрочной аренде, которые не модернизируются, не работают, заросли бурьяном и ничего с ними не происходит? Очень хороший вопрос. Спасибо, Елена, за такой вопрос. И на территории Гагрского района более 50 объектов санаторно-курортного комплекса функционируют, оказывают услуги. Но помимо них у нас находятся объекты, которые, как вы правильно сказали, сегодня производят удручающее впечатление, заросшие бурьяном, и деревьями стоят и не приносят никакой пользы, никакого эффекта. Более того, они уродуют наш город. Есть муниципальная и есть республиканская собственность. Что касается республиканской собственности, мы уже обращались и писали письма о том, что эти объекты не используются и какие-то меры воздействия, чтобы на них оказывались. То есть, если эти объекты находятся в аренде, то из арендных обязательств вытекают сроки ввода в эксплуатацию и так далее. Там, где эти условия не выполняются, нужно идти довольно активно и смело на расторжение. Относительно недавно должен сказать, что районное собрание наше приняло такое обращение и к администрации, и обратилось по объектам республиканской собственности на имя президента, послали о том, чтобы с этими, скажем так, не совсем добросовестными арендаторами пересмотрели арендные отношения, где нужно, вовсе и расторгли, где нет выполнения обязательств. Это касается также и собственников. А если с арендными обязательствами как бы легче, после наших уведомлений некоторые объекты перешли в стадию реконструкции, но скажу, что есть злостные, скажем так, неисполнители своих арендных обязательств, а порой есть те, у кого находятся объекты в собственности, и они, прикрываясь правом собственности, должен сказать, что право собственности не гарантирует по нашему законодательству относительное спокойствие в отношении этого объекта. Если этот объект начинает разрушаться и приносить потенциальную угрозу для жизнедеятельности, потенциальную угрозу будет приносить обвал, обрушение, мы можем инициировать вопросы, в том числе и, возможно, с определенными компенсационными выплатами по возврату этого имущества в лоно государства. Такие объекты есть в городе. А какое количество? Их довольно-таки немало. Вы сами можете это увидеть, въезжая в город. Слева, справа, везде стоят подобного рода объекты. Конечно, мы будем над ними более активно работать и должны понимать, что время уже другое, нужно работать с этими объектами, восстанавливать их и вводить в эксплуатацию. Мы этому вопросу будем уделять самое пристальное внимание. Беслан Константинович, очень много вопросов к вам накопилось, но в рамках одной передачи мы не сможем все равно их все осветить. Последний вопрос, который я хотела бы вам задать. Абхазия готовится к проведению чемпионата мира по футболу среди национальных команд по версии КОНИФА. Стартует в конце мая и продлится до 6 июня. В Гагре намечено проведение отборочных матчей. Как вы готовитесь к проведению чемпионата? На сегодняшний день наш стадион после оценки специалистов, он отвечает всем современным требованиям, предъявляемым этим турниром, это арбитрами КОНИФА. Единственное, нужно провести какие-то работы. Город на себя взял обязательства по оснащению трибуны всем необходимым. Это замена пластиковых сидений и так далее. Мы уже начали эту работу, заменили один блок. Нам предстоит еще порядка 1000 посадочных мест организовать, а также привести в порядок прилегающие непосредственно к стадиону объекты. А республиканская помощь также ожидается в этом вопросе, потому что требования по каким-то своим нормам, там нужно чуть реконструировать административный корпус здания, дополнительное помещение для арбитрской, и эти вопросы взяло на себя правительство. Премьер-министр Заур Тимович уже дважды приезжал на этот стадион, лично осматривал его и дал поручение Абхазстрою начать работы по части приведения в порядок административного корпуса, а также санузлов. И вот мы со своей стороны приведем в порядок трибунные помещения и само поле. И думаю, что мы успеем к намеченным срокам провести
привести в соответствие наш стадион. И такой праздник футбола Гагра с удовольствием ждет, поддержит и уверен в том, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы такой турнир, это очень серьезный турнир, на мой взгляд, для в том числе информационного прорыва в страны, которые будут представлены участниками этого турнира. И мы сделаем для того, чтобы этот праздник футбола прошел на высоком уровне. Мы тоже надеемся, что праздник футбола пройдет на высоком уровне. Беслан Константинович, спасибо за столь подробное интервью и удачи вам в вашей работе. Спасибо большое, Елена, за предоставленную возможность пообщаться с вами в эфире. Всегда рад приглашением на наше телевидение. Уважаемые телезрители, а я напоминаю, в студии был глава администрации Гагарского района Беслан Барциц. Мы продолжаем выпуск. Правительство Абхазии приступило к разработке концепции развития топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил сегодня нашему телеканалу премьер-министр Артур Миквабия во время посещения станции Сухум-ГЭС. Глава правительства решил осмотреть наиболее крупные объекты энергетической отрасли республики и свою инспекционную поездку начал с Сухум-ГЭС. О том, в каком состоянии станция сегодня и когда она сможет дать стране столь ценные мегаватты электроэнергии. Об этом расскажут наши корреспонденты. На этом месте Сухумская гидроэлектростанция появилась в 1934 году. Спустя 14 лет она была сдана в эксплуатацию и с того дня обеспечивала электроэнергией весь Сухумский район. Оборудование было произведено в Швеции еще в начале прошлого столетия. В период войны бои шли прямо на территории станции, ну а после ее завершения объект пустовал. Поврежденная и разграбленная гидроэлектростанция год за годом приходила в упадок. Несколько лет назад Сухум-ГЭС был отдан в аренду частной компании, которая привела в порядок здание станции и вывезла уже непригодные к работе агрегаты. Сегодня Сухум-ГЭС – это объект, который, по сути, не функционирует. Да, действительно, здесь были проведены ряд работ. Восстановили частично здание гидроэлектростанции. Все оборудование еще с советских времен, которое функционировало, естественно, оно демонтировано полностью, потому что оно было не в состоянии функционировать. Мощность станции 19 с небольшим мегаватт. Конструктивно она представляет собой типичную гидроэлектростанцию, работающую на стоке реки с небольшим водохранилищем, бассейном суточного регулирования. Сегодня нашей стране не хватает прежних объемов электроэнергии. И такие объекты, как Сухум-ГЭС, необходимо восстанавливать, чтобы в первую очередь снизить нагрузку на Ингур-ГЭС и далее говорить о развитии. В этом году разрабатывается концепция дальнейшего развития комплекса, о котором я уже сказал, базового комплекса. Без него не работает ни промышленность, ни оказание услуг, ни рекреационно, мы ничего не можем делать. Есть несколько серьезных проблем. Это само распределительные сети, в том числе городские. Надо их делать, мы уже начали делать. С другой стороны, население должно понимать, что надо научиться экономить электроэнергию. Это очень дорогой продукт или товар, который производится. Мы к нему немножко относимся пока безалаберно, на мой взгляд. Более того, есть еще другие проблемы, которые надо решать. Это сооплаты, тарифы смотреть впереди. К этому надо подойти. Как видно, ГЭС стоит без единого агрегата, а здесь их должно быть 3. 4-й на самом нижнем этаже предназначен для внутренних нужд. Сама плотина находится приблизительно в таком же состоянии. Для того, чтобы ожить и давать стране необходимую электроэнергию, Сухум-ГЭС нуждается в оснащении. Сказать, когда это произойдет, пока не может никто. Уровень развития энергетики, гидроэнергетики и вообще топливно-энергетического комплекса подходит к тому, что мы его исчерпываем. Первые звонки, которые у нас сейчас были, это, конечно же, наши верные отключения. Все станции, которые у нас раньше работали, я имею в виду гидроэлектростанции, но я же не говорю о том, что, возможно, придется строить там газовую электростанцию, расширять. Скажу, почему я так думаю, что что-то придется строить, потому что у нас был квартал ГРЭС, там мощность была примерно 200 мегаватт. Он работал вначале на угле, потом на мазуте. Это серьезный был объект для всей республики.
даже с существованием Ингургеса, с перепадными ГЭС, которые работали. Следующим объектом посещения в планах у главы правительства перепадный ГЭС в Галском районе. Лишь после того, как будут осмотрены все объекты, будет принято решение о создании концепции развития отрасли. Нисфа Аршба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. До свидания.